маленьким я точно себе профессию юриста не представлял. Деревенские школьники о чем мечтают, это стать милиционером, например. Да. Так в основном уже сельских детей готовят для работы в сельском хозяйстве. Ну, например, тракторист, там, шофер, вот такое все, возможно, полевод, например, да, ну, таким сельскохозяйственным специальностям. Например, я очень хорошо помню, ну, что когда один из лидеров советских говорил о том, что в 2000 году каждая советская семья будет иметь отдельную квартиру. Я уже в то время, будучи школьником, знал, что мне ничего не надо делать, потому что вот уже жить до 2000 года, я посчитал, в 2000 году, там, я совсем молодой буду парень, а мне уже квартиру вот с экрана телевизора пообещали. Ну, чего не жить? Это же действительно вот круто, да? Я приехал в Гомель, ну, я даже не знаю, почему я приехал в Гомель. Я сегодня не нахожу ответа на этот вопрос. Почему я приехал в Гомель, скажем, а не в Минск, например, да? Я с многодетной семьи, у нас всех 5 детей в семье. И одна из моих сестер, она раньше меня закончила юрфак. Юристом вот стала, и когда они переехали сюда, она, сестра, ну, работала в обисполкоме, там, на каких-то управлении юстиции, она и на пенсию ушла, вот, с управления юстиции. Вот у меня сестра, может быть, наверное, в большей степени повлияла на мой выбор, ну, чтобы я пошел учиться именно на юрфак, да, ну, скажем, а не на другую профессию. Но я, если честно признаться, так я на другую профессию и не, наверное, и не мечтал. Поэтому понятно, что поступить с моим уровнем подготовки, там, я здесь среднюю школу закончил, поступить на юрфак, конечно, это было, ну, наверное, практически невозможно, поэтому я после школы поступил в ПТУ, я закончил ПТУ строителей, профессионально-техническое училище. Я до армии работал на ДОКе, деревообрабатывающее предприятие в Новобелице есть. Там же в общежитии жил, общежитие мне дали. Я оттуда призывался и в армию призывался оттуда. Да, я дошел до Берлина, даже больше скажу. Берлин восточном, а Магдебург это еще западнее Берлина, в 7 километрах от границы с войсками НАТО, от ФРГ, да, в то время было. Да, я отслужил 2 года. Нас часто вывозили на такие вот работы в город. Там, ну, шефскую помощь оказывать различным организациям, в том числе и с немцами мы общались, и ну, я первый раз пепси-колу попробовал, например, там. Но для меня пепси-кола это что-то такое, ну, космическое было, да. Но где в деревню к нам, если и привозили, так это минеральную воду и газировку эту вот с сиропом, да. Ну и все, что мы пробовали в детстве. Вот. Но я видел, что по-другому живут. Во-первых, Надежда. Во-первых, в Советском Союзе же это было, все были одинаково одеты. И поражало то, что вот как немцы одеваются. Даже это было даже не ФРГ, это было ГДР, Советская Германия. Обилие продуктов в магазинах, свободно пепси-кола, без очередей, причем это все. Ну, в очередь не надо было стоять. Вот это поражало. Ну и опять поражало вот этот другая атмосфера. Мы в самом городе, наша часть на окраине Магдебурга стояла, и нас выводили вот на экскурсии, например, в выходной день, воскресенье, строим солдат, в центр города, там музеи посещали. Видел, что какая-то другая жизнь. Здесь не то, как в СССР все серое, все люди одинаковые. А здесь вот каждый человек индивидуальность. Я вот это уже увидел там. На юрфаке в университете темы прав человека точно не, если и проходили, так это на уровне факультатива, да, где-то там зачет, не зачет, там углубленных знаний никто не давал. И закончивший университет, я не знал, что такое права человека, поскольку там действительно учат на милиционера, на таможенника, на прокурора, на судью, вот, и, возможно, на адвоката. Да, у меня была хозяйственная специализация, и поэтому я после окончания пошел работать юрисконсультом на предприятиях. А если брать уже более углубленную такую тему прав человека, я получал эти знания в других местах. Но мы же видим, что происходит в наших судах, и те же адвокаты, которые вот как бы, они работают в рамках национального законодательства, сугубо национального законодательства. Если в законе написано, что только брюнеты имеют право выходить на мирные собрания, да, ну так адвокаты и судьи так и считают, что да, только брюнеты. Если ты блондин, у тебя шансов нет, либо
и бежи в парикмахерскую и перекрашивай волосы, тогда, возможно, тебе разрешат провести мирное собрание. А вот если говорить, рассуждать над этой проблемой с точки зрения прав человека, то все мы понимаем, что независимо, в том числе от цвета кожи, от рождения, твоих религиозных, от прочих твоих особенностей, каждый человек имеет право. Эти права не государство дает, эти права от рождения мы получаем эти права. Я работал, есть такая в Гомеле фирма парикмахерских услуг, я до сих пор там акционером, Локон называется. Это все парикмахерские по городу тогда входили в это. Вот этим всем я занимался в этой фирме. В один прекрасный момент я познакомился с Виктором Корниенко. Я помню этот момент, в 2000 году я помогал своей сестре, которая выдвигалась в национальный парламент, я помогал, я был ее руководитель инициативной группы, собирал подписи, и то же самое наблюдал за выборами, и в день голосования с Николаем Новиковым я познакомился на участке для голосования. И он тогда мне предложил, вот сказал, что есть на Полесской вот такие вот демократы, предложил прийти сюда и познакомиться. Я пришел, познакомился. Потом как-то Виктор Корниенко говорит, зачем тебе все эти химчистки, стрижки и прочее, вот это вся бытовое, переходи к нам, будешь работать. Вот. Пробовал несколько раз сам выдвигаться даже. 20 лет назад я все же верил в то, что можно избраться депутат. Я когда баллотировался в 2004 году, это я еще шел, в основном была программа, связана с катастрофой, Чернобыльской катастрофой, вот, помощи вот этим всем людям, которые пострадали. Мне кажется, что резкого же поворота в сторону демократии не будет. Будет какой-то, наверное, промежуточный какой-то вариант. Вот. Конечно, хотелось бы, чтобы пришел демократ, например, да, к власти, который бы завтра же ввел институт омбудсмена, да, в стране, чтобы заработали все правовые механизмы, чтобы судебная система наконец-то обрела независимость, да, и не судили не по телефону то, что им прикажут, а действительно судьи были самостоятельны в принятии их решений. Конечно, очень хорошо было бы, если бы нарушенное право возможно было восстановить в национальной судебной системе, тогда не было бы необходимости и жалобы в комитет ООН по правам человека подавать, да. Вот, возник вопрос, возник конфликт с государством, пожалуйста, пошел суд, решил этот конфликт и все, и нет проблемы, да. Я полагаю, что надо наделить граждан Республики Беларусь прямого обращения в Конституционный суд с конституционной жалобой, да, не только чтобы субъекты, те, которые никогда не реализовывают свое право, да, а чтобы граждане имели право. Вот. Ну и опять же, очень важно был бы уполномоченный по правам человека, я уже сказал об этом, куда бы действительно тоже граждане могли бы обращаться в случае, если бы, в случае, нарушение их прав. Было бы здорово, подчеркиваю, но мне почему-то кажется, что даже если завтра поменяется правительство, руководство в стране, правительство, это не будут демократы в первом поколении. Я думаю, что это будет какая-то такая трансформация какая-то. Да, действительно, рано или поздно наша страна в том числе придет к тому, что нам станет доступен Европейский суд, например, по правам человека. Будете туда писать обращение от имени людей? Я полагаю, что ежели это станет возможным, это будет основным видом моей деятельности, подготовка жалоб в Европейский суд по правам человека. Да, вот я хочу сказать, что если я говорил о Викторе Корниенке, и человеком, который действительно повлиял на мой путь, да, путь правозащиты, от юриста к правозащиту, да, так вот, еще одним человеком был Борис Игоревич Зводсков. Вместе с ним мы познакомились вот где-то в 2000-х годах, то же самое. Он приезжал в Гомель на процессы, на вот эти процессы, которые были над гражданскими инициативами. Вот в 2000-х годах, когда уже власть начала наступать на свободу ассоциации здесь, да, и я тогда познакомился с Борисом Игоревичем. Он тогда руководил правовой инициативой, да, и предложили в Гомеле создать отделение, мы создали и зарегистрировали, и я был избран председателем Гомельского отделения правовой инициативы. И мы с Борисом
плотно работали, очень долго работали, ездил на правление, на заседание к нему. Ну, это тоже своего рода был мой учитель, вот как бы в теме прав человека. Вот, и когда вот этот был первый курс, набор в Доме прав человека в Вильнюсе, да, вот, конечно же, Борис предложил мне, и я с удовольствием согласился, и нисколько не жалею, что я там как бы получил те знания, которые вот сегодня есть у меня, да, вот как бы Бориса я, да, действительно считаю учителем, этот человек, безусловно, то же самое оставил такой, ну, можно сказать, что те знания, которыми я сегодня владею, это я получил большую часть от Бориса. Борис был скромный человек, как бы он был скромен со всем, он таким можно даже где-то эстетом его назвать, что ли, как бы так, ему ничего не надо было много, он так вот достаточно был скромный, да, и вот он всегда он умел слушать людей, да, прислушивался, он как бы всегда мог прийти на помощь, там, и как бы, ну, к нему можно было вот как к старшему товарищу обратиться, совета попросить, да, вот, и я очень как бы близко был к Борису, и как бы, что называется, на короткой ноге, я был у него дома, там, и пили кофе, всегда он как бы говорил, приходи ко мне, если надо в Минске, ты остаешься, там, все такое. Ну, как бы, что я могу сказать о нем? Борис был тоже одержим идеей правов человека. Он жил этим, ему это нравилось, он жил. Он трудоголик в этой части был, да, вот как бы. До последних дней он был как раз таки вот трудоголик. И я думаю, что Дом прав человека носит имя Бориса Зводского, это действительно заслуженно. Ну, как раз таки у меня есть результаты. Если я сказал, что мне принадлежит 1/3 всех жалоб, которые прошли регистрацию и приняты к рассмотрению в Комитете ООН по правам человека. Это как раз таки тот результат, которым я могу гордиться, да, вот, и это то, что меня вдохновляет в дальнейшей деятельности, правозащитной деятельности, да. Понятное дело, что иногда просто, когда приходишь в суд, говоришь о правах человека, а люди в судейских мантиях просто крутят у виска пальцем и говорят о том, что ты как инопланетянин, да, ты вот есть закон, вот, а ты нам рассказываешь о каких-то там международных пактах и прочее, прочее. Иногда возникает такая досада. Все же мы юристы, мы должны разговаривать на одном языке, а получается, что здесь нас не слышат. Но с другой стороны, нас слышат там, нас слышат, с нами разговаривают стандартными прав человека. Мы говорим, нас слушают и принимают решения. Поэтому очень важно, что вот существуют все же международные механизмы. Я думаю, что и рассчитываю, что еще доживу до того времени, когда мы получим право защищать свои права и в Европейском суде по правам человека. Вот мне нравится та работа, которой я занимаюсь. Я прихожу в выходные свои. Я в воскресенье приду на работу, но для меня не зазорно сделать в тишине, когда никого нет людей в офисе, ту работу в спокойной обстановке. Жалобу, например, в комитет ООН по правам человека подготовить. Для этого нужна тишина, сосредоточиться. Когда вот днем вот так вот постоянно телефон, когда люди, ну нельзя же сосредоточиться днем. Ну, я имею в виду рабочие времена. Поэтому приходится иногда выходить по выходным дням. Я подчеркиваю, вот когда человек на работу идет как на праздник, это такие не громкие слова. Вот у меня действительно я иду на работу, это то, что меня влечет, то, в чем я себя реализую.